Так, ассаламу алейкум, хайырлы кешелер, кадірлі достар. С вами сегодня я, Руслан Айсин, и будем мы с уважаемым Ринатом Мухаметовым говорить о важных событиях, концептуальных вещах вокруг Татарстана и татарского мира. Прежде чем мы начнем, Башалар Алдунан, не забудьте подписаться на наши ресурсы и ресурсы Рината Мухаметова, не русский, там соответствующая ссылочка есть. В конечном итоге нам нужно создавать нашу с вами экосистему разветвленную, и, в общем, в информационную эпоху это один из главных инструментарий борьбы и достижения наших целей. Ну и, собственно, чтобы быть на связи и не испытывать проблемы с YouTube, подпишитесь, вернее, подключите наш VPN поистине Салтамасы, ссылочка с астында бар. Ринат бей, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Алейкум салям, рахматуллахи баракатух, хазрат. Я вот так бы начал. Как говорится, хушкильдень. Значит, 35 лет минуло со времени провозглашения Татарстаном декларации о государственном суверенитете. Это произошло, я напомню тем, может, кто не знает, по недоразумению 30 августа 1990 года. То есть не все еще союзные республики приняли такой акт, а Татарстан вот, один из первых. Не самый первый, но вот в первых рядах, скажем так, пошел на этот акт, который и определил в дальнейшем вектор и движение Татарстана. Вот скажи, пожалуйста, 35 лет – это уже, в общем, полтора поколения, можно сказать. Что из этого мы можем вынести? Насколько суверенитет сыграл свою роль в субъектности Татарстана и в самоопределении татарского этноса? Мне вот кажется, то название, которое ты выбрал, ваша команда выбрала для этого, оно очень четкое, оно как бы такое вот, с одной стороны, с прикольчиком, с другой стороны, оно очень хорошо отражает вот ситуацию, потому что, к сожалению, по прошествии 35 лет такое ощущение, что очень для многих, в том числе для тех, кто тогда начинал проект Республики Татарстан и как бы татарского суверенитета, действительно это все стало уже таким сувениром, да, который дорог как память. Вот в «12 стульях» Остап Бендер говорил: «Мне жизнь дорога как память». Вот такое ощущение, что для многих из них вот суверенитет, Республика Татарстан, да и татарский народ – это вот некий такой сувенир, который вот дорог как на память, да, о былых свершениях, о былых событиях, там, о чем-то таком, что приятно вспомнить, но лучше вот за пределы дома не выносить, поставить себе вот на письменный стол и периодически всплакнуть и вспомнить о нем. Вот, в этом созвучии суверенитет и сувенир, вот я увидел такой вот момент. А в целом, татары тогда находились примерно в такой же ситуации. Вот мы в прошлый раз Казахстан вспоминали, вот примерно как и казахи тоже, да. Я встречал такие оценки среди казахских специалистов, что если бы СССР сохранился, то, скорее всего, казахи бы потеряли бы уже окончательно язык. То есть они как бы находились на грани уже, вот какая-то черта, красная черта была буквально еще 5-10 лет, и, возможно, бы, может, не окончательно бы казахи утратили бы казахский язык, но перешло бы примерно, там, я не знаю, на уровень, как вот сейчас, там, не знаю, народ Коми, или там, может быть, удмурт, или как карелы, наверное, нет, но куда-то вот в ту сторону бы все стремилось. И вот тот суверенитет и те достижения, которые удалось в 90-е годы, вот благодаря, по милости Аллаха, как-то использовать, они позволили, в общем, татарам как-то отсрочить тоже вот эту всю ситуацию. И если казахи оторвались как бы вот от единого такого имперского русскоязычного пространства и пошли по своему пути, то у татар получился как бы вот сейчас откат, да, и мы опять через 35 лет оказались примерно вот в той же ситуации, с которой начинали в конце 80-х. Я имею в виду в плане ассимиляции и в плане продвижения по пути суверенитета, какого-то национального самоопределения, национального движения. То есть во многом сейчас необходимо возвращаться, пересматривать, переоценивать и уже и 80-х, и 90-х, и конца 19 века, и начала 20-го, и начинать какую-то большую, широкую, открытую, публичную дискуссию
вообще о том, что такое национальный проект татарский в 21 веке, какие есть приоритеты, какие есть угрозы, какие есть вопросы главные, да, критические точки. Иначе просто вот тут далеко ходить не надо, уже даже сам Ильшат Аминов, человек, в общем, прям будем говорить, близкий к руководству Татарстана, прямо с экранов татарского национального телевидения, говорит, что татарскому языку там осталось что-то там 40 лет, что ли, он насчитал. Ну, хорошо, если 40 еще будем говорить. Ну, хорошо, если 40, да. Если так пойдет, то, в общем, как бы путь вот по пути, движение по пути вот народов, соседних народов, тех же самых вот, которых я уже вспомнил, Коми, ну, практически неизбежен. То есть татары, наверное, останутся, но это будет уже вот что-то такое на уровне уже фольклора, книжек, там каких-то просто формальностей, вот на сувенирном уровне, да. Почему я, значит, в заголовку вынес сувенирная или суверенная нация? У этого тезиса есть предыстория своя. И она как раз созвучна, как ты выразился, с тем, что происходит сейчас. Это было в 2020 году, накануне выборов Раиса, ну, выборов Минниханова, понятно, кто там не убирает. И его референты выпустили программную статью, она была на двух языках, на русском и татарском, соответственно, и называлась она «Достигли мы сувенирная нация» или что? Что-то такое. Я когда впервые взял в руки, меня позвали там тоже на ТНВ поучаствовать в дискуссии. Значит, я когда взял в руки эту статью, меня сначала осенило, думаю, ничего себе, Минниханов говорит про суверенную нацию. То есть я прочитал не сувенирное, да, то есть у меня сразу концептуально я выхватил то, что хотел, видимо, выхватить, да. И потом только я окстился, увидел, что на самом деле сувенирный, он правильные слова были, значит, все понятно, нам нужно то, сё, там, язык, 5-10, идентичность. Ну и вот позвали меня как раз на ТНВ, ну там, понятное дело, что все расхваливали, но я решил, что называется, поиграть в Бабу-Ягу и сесть и критиковать, что да, все правильно, но, дескать, давайте сделаем так. Через год вернемся к этому вопросу и посмотрим, что из этого получилось, и вообще, кто будет нести ответственность за все эти слова. То есть слова хорошие, лозунги правильные, а дальше то, что опять народ обнадежит, и вновь кинуть в топку. Передача была в прямом эфире. В общем, у редактора глаза лезли и так, и сяк, и так, и сяк. И больше тебя не позвали, да? Ну, на некоторое время, да, меня блокировали потом. Месяцев 8, наверное, меня не позвали, как мне сказали коллеги, которые там работают. В общем, пришло указание. Но я хотел сказать вот о чем. Вот спустя 5 лет опять выборы Раиса в сентябре. Вот сейчас. Вот с какой аджендой он опять придет? Вот просто охота вытащить эту статью, найди ее, она в интернете есть, на самом деле. Ну, неплохо написано, да. Ну, понятно, с позиции того времени. А сейчас ведь ситуация, я бы не сказал, что чуть-чуть хуже, она многократно хуже, потому что в конечном итоге с 1 сентября преподавание родных языков в начальных школах ограничено 1 часом. Республики по факту разгромлены. Статуса президента нет, оставлен какой-то Раис, да. Ну и даже вот 35 лет, я посмотрел, ну, практически вот в тех празднованиях, которые были, ну, он называет День Республики, это еще такие смелые заявления, на самом деле, День города, ну, был вот этот Миляджина, да, Всемирный конгресс татар. Ну, и там я не увидел отсылки к суверенитету, отсылки к 90-м годам, как будто взяли и вот 90-е годы как ломоть отрезали. Но вот как ты считаешь, насколько вообще татарстанская элита в целом готова вот 90-е годы отринуть, как бы вот так извиняющаяся, ну, дескать, ну, это вот было такое безумие, сейчас-то все правильно, сейчас вот лидер, президент, СВО и все остальное. Мне анекдот вспомнился, да. Сын спрашивает отца, пережившего сталинские репрессии: отец, а что было в 1937 году? А тот ему говорит: а 1937 года не было, после 1936 сразу начался 1938.
Вот, наверное, тоже так же будут некоторые говорить, что от 90-х их не было, после 80-х сразу нулевые начались. Да. Вот. Ну, я думаю, что повестка будет примерно такая, что времена тяжелые, мы, татары, не то переживали, прикинемся опять как бы вот под дурачка и проскочим как-то вот примерно вот за всеми парадными словами там и верности идеалам, вот, которые сейчас провозглашаются, будет вот прочитываться вот некий такой месседж, да, для татар, для таких татар, которые примерно переживают еще за национальную идею. Ну, вот я просто боюсь, что вот эта вот древняя татарская мудрость работать под дурачка в этот раз может уже не сработать. И там в Москве тоже не дураки сидят, они, в общем, тоже примерно понимают, как татары работают, и тоже рассчитывают это все. Боюсь, что если какие-то критические, какие-то экстренные меры не принимать, то у татарского национального проекта мало шансов реализоваться. Ну, вот здесь мы подходим к ключевому вопросу, что и татарское национальное движение тоже испытывает серьезнейший кризис, и тоже, в общем, если одни отходят от 90-х, проклинают, то, ну, скажем, другие не будем говорить, мы тоже, так как мы сопричастны к этому действию, мы цепляемся за 90-е. Мы вот считаем, что как при бабушке оно может быть. Что можно вот взять и как бы вернуться обратно, вот этот вот фарш развернуть и прокрутить обратно. Соответственно, реально нету новых таких концептуальных оснований, положений татарского национального движения, дискурса или же обновленчества какого-то, да. И как бы мы стагнируем, в основном апеллируя вот этими красивыми, конечно, яркими лозунгами, но лозунги ведь тоже должны чем-то подкрепляться, не только же вот революция Мао не только же на Дацибао строилась, она строилась и на вооруженных отрядах, да, и на концептах, и работе с населением. В конце концов, как говорил Мао, там, винтовка рождает власть. Вот в данном случае чего не хватает, на твой взгляд? Ну, не хватает какой-то глубины, и вообще, в первую очередь, нужно вот сейчас сформулировать, что есть, да, татарская идея в 21 веке, какие основные какие-то вопросы поставить. Там, что это не только, по крайней мере, там история, фольклор, там, не знаю, мифология, еще что-то. Это, в первую очередь, экономический проект. Вот, хорошо ты отослал к 80-м годам, да, тогда национальное движение опиралось на такой вот порыв сельской и вчерашнего сельского населения, оказавшегося в больших городах, которое еще было очень традиционным, для которого татарский язык во многом, наверное, еще был основным. Это было массовое движение, которое в конце 80-х увидело как бы вот возможность для себя, для реализации, открылись социальные лифты, и оно как бы почувствовало вот этот вот ветер и возможности к возрождению, да, к продвижению татарской идеи в новых условиях. Это было как бы вот народ, который оказался в стадии индустриализации. Сейчас мы уже имеем немножко другую ситуацию. Сегодня татары – это подавляющая городская нация. И если тогда как бы основным стержнем национальной революции, будем так говорить, татарской конца 80-х, начала 90-х, это была вот это вот сельские массы, которые в первом поколении оказались в городах. Как бы вот. Это всегда такая среда очень активная. Это вообще в исламском мире, это, если посмотреть, во многих странах они давали как бы всплеск и исламскому движению тоже, и в Египте, и в Турции в том числе. То есть вот это вчерашнее сельское население, оказавшееся в больших городах, несколько дезориентированное, ищущее себя. Вот, и они как бы стали опорой. Тогда была парноменклатура, которая почувствовала в этом национальном проекте возможности для собственной реализации, для обретения власти. И, естественно, национальная гуманитарная интеллигенция. Вот это как бы были составляющие национальной революции татарской конца 20 века.
но оно достаточно быстро все это сошло на нет, как бы отдельный разговор, почему так получилось. Но сейчас у нас как бы ситуация абсолютно иная. Мы не имеем опоры вот этой сельской уже практически, но мы имеем татарский как бы городской класс, молодежь из среднего возраста. Поэтому я думаю, что в новых условиях как бы вот этот национальный проект могла бы двигать какая-то уже не интеллигенция, а в целом креативный класс, татарский национальный креативный класс и национальная буржуазия, которая за это время сформировалась и которая испытывает необходимость сейчас сохранить себя, сохранить свои капиталы и сохранить как бы свой актив, который опирается в том числе на татарский национальный проект. Просто от того, что их там раскулачат и разгонят, там как-то заставят сдать уже окончательно свои активы в пользу московских олигархов там, или, возможно, уже транснациональных каких-то олигархов на каких-то условиях. Сейчас как бы об этом речи не идет. Сейчас идет речь о том, что просто все окончательно у них отберут в пользу центра. Ну, их, наверное, тоже по миру не пустят, как бы им что-то оставят, но они уже утратят свою субъектность, естественно, просто будут богатыми людьми, ну, ни на что не влияющими. Ну, а почему так вот получилось в 90-е? Ну, на мой взгляд, вот этого порыва национальной революции оказалось как-то то ли недостаточно, то ли люди посчитали, что как бы дело сделано, и вот ушли с площадей, передали как бы все полномочия, все рычаги передали в пользу вот этой бывшей партноменклатуры. Как бы вот не исламский, а татарский национальный проект ушел с площадей в кабинеты, как бы все посчитали, что вот дело сделано, больше от нас ничего не требуется, дальше там чиновники уже в Казани все, что надо, реализуют, язык защитят, там академии откроют, суверенитет отстоят, как бы все нормально, можно расходиться, там уходить в науку, в культуру, там фольклор, песни петь, сабантуй проводить, а вот там вот эти вот бывшие партхоз-номенклатура, она как бы разберется, все нормально будет. Но выяснилось, что она, в общем, разобралась очень по-своему, она просто конвертировала вот этот суверенитет в личное достояние, в личные финансовые достижения. Как бы они себя чувствуют нормально, я так думаю, что большинство руководства Татарстана нынешнего говорит по-татарски, их дети, наверное, тоже говорят. Они в этом смысле как бы не переживают, я думаю, за будущее татарского народа, поскольку, как бы, судя по своему личному окружению. Вот. А что касается остальных, ну, с ними как-то вот, видимо, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Все так. Как раз говоря о том поколении 80-х, которое, в общем-то, и было в авангарде вот этого милли-инкилаба, так называемой национальной революции, это же поколение бэби-бума, оно, в общем, по всему миру, как известно. 50-х, 60-х послевоенное поколение. И вот я тут читал демографа одного очень хорошего американского. Он описывает, что такого поколения больше не будет, такого массового поколения больше не будет никогда. Вот в обозримом будущем это поколение, которое вот, по сути говоря, подготовило и технологическую революцию, и рабочие места, то есть они были идеалистами во многом, да, а сейчас уже и объективная реальность другая, и, соответственно, поколение X, Z, они как бы уже вмонтированы в другую реальность, и, собственно, вот здесь действительно мало что поделаешь, потому что как бы еще есть объективные обстоятельства. Но здесь я с тобой согласен относительно урбанизации. Татары все-таки один из наиболее урбанизированных народов на территории Российской Федерации. Молодежь, креативный класс, да, вот сейчас там, в Татарстане, в принципе, молодежь татарская много делает в этом смысле, я думаю, как бы вот передовая в этих вопросах, бесспорно. Другое дело, что есть проблема, есть опасность какого типа. Любой креативный класс, он размывается в космополитизм. Но это неизбежно, потому что вот есть такие серьезные тренды, с которыми татары столкнулись, например, там во время джадидизма, да, то есть тоже нужно было решать, как бы сохраняться в исламском лоне или все-таки расширять границы, там допускать что-то и так далее. Хотя это порождало определенную дискуссию, какую-то такую живую энергию, так или иначе, да, столкновение, вот как ты при последней нашей встрече сказал, диалектика, тезис, антитезис, синтез, это тоже как бы двигает же вперед. И насчет национальной буржуазии,
мы вот много насчет этого рассуждаем. У меня как-то в свое время была дискуссия с Фаритом Уразаевым. Был такой деятель, не знаю, знаком ты с ним или нет. Он возглавляет сейчас ассоциацию, значит, татарских предпринимателей, татарских МУЗ, ассоциацию создавал. Он такой деятельный мужичок. Да, слышал. В Конгрессе татар работает, да. И мы с ним дискутировали насчет чего. Он сказал, что вот милли буржуазия, значит, национальная интеллигенция должна быть авангардом. Вот делать ставку на нее. Ну, я тогда еще был помоложе. И я говорил, что нет, только политический, ну, такой низовой истеблишмент, да, политики, потому что, ну, политик сознательно идет часто на обострение, на то, чтобы какие-то свои интересы даже, да, положить на алтарь борьбы и благополучия народа. А национальная интеллигенция, в смысле буржуазия, она все равно будет исходить по большей части из выгоды. Ну, не все, конечно, да, но все равно есть авуары, за которые он переживает, да, так или иначе. А политик, ну, там вот мы встали на этот путь, да, вот порвали практически совсем, ну, мы вот сознательно пошли. А все-таки национальная буржуазия будет смотреть, потому что для нее потерять все, это как бы там реально остаться без штанов, то есть непривычный для них образ операнди. И потом, в общем, выяснилось, даже мне вот Дамир Исхаков рассказывал, что татарская буржуазия, которой мы так гордимся, вот дореволюционная, значит, после завоевания Иваном Грозным, ну и остальных ханств, лишь четвертый, вот, начиная где-то 17 века, конца 17-го, начале, ну, скорее середина уже 18 века, вот татарская буржуазия, купеческая прежде всего, стала вкладываться в национальный проект. Это четвертое поколение. То есть первое, значит, выживало, второе копило, третье подготовило уже смену себе. И вот это вот образованные, значит, их отпрыски, дети, которые получили хорошее образование, в общем-то, достаточно безбедную жизнь, они, в общем, стали заниматься благотворительностью. Ну, то есть вот на четвертое поколение только, да. А теперь-то мы что можем сказать? У нас второе поколение, по сути, да. Хотя у Шаймиева там уже и внуки, как миллиардер. Но это второе поколение все-таки. Вот получается, что можем ли мы еще 35 лет переждать, ну, полтора поколения, пока не появятся там свои Апанаевы, Ромеевы и остальные, ну, великие татарские деятели, не только там представители, ну, такого благотворительной прослойки, но и те, которые, в общем-то, сами активно принимали участие в общественной, интеллектуальной и духовной жизни. Думаешь, есть у нас вот этот вот разбег на 35 лет? Нет, конечно, такого времени нету. Но, может быть, как бы по сравнению все-таки с концом 19-20 века немножко время ускорилось. Говорят, что эти процессы, которые тогда там протекали 100 лет, сейчас они могут и там за 15 пройти, не знаю, ну, там как считать тоже. Но это вот одна из задач как бы вот современного позитивного, так будем говорить, татарского национализма, сформулировать повестку, вот, в том числе и экономическую, и интересную и татарскому бизнесу, потому что действительно бизнес, он, конечно, будет в первую очередь рассуждать как бизнес, потом уже только буржуазия, но все-таки в первую очередь буржуазия, а только потом национальная там или компрадорская. Но тем не менее, все-таки, если она национальная, то она как бы не лишена национального интереса, даже в первую очередь просто для своего бизнеса, потому что ее рынки сбыта, ее как бы базы производственные, они опираются на какой-то вот национальный проект. И тут же на самом деле могут быть какие-то вот именно экономический национализм, как одна из идей, да, вот может быть современного татарского национализма, тоже может быть какой-то там необычный, нестандартный. Вот, например, чем не националистическая идея, это вот в Норвегии фонд будущих поколений. Ну, как бы вот как экономическая повестка национализма, когда капитал служит интересам нации. Почему вот не позаимствовать вот такие идеи, как, например, проекты, как норвежские, например, да? Просто мы когда говорим про национализм, там какие-то бывают примеры немножко другие, а вот, например, ну, мне кажется, вот, например, норвежский проект вполне
мог бы быть татарам интересен, не знаю, шведский, когда капитал ориентирован для интересов и для сохранения национального проекта. Ну, слушай, это хорошая идея, она предлагалась в Татарстане, кстати говоря, потому что нечто подобное, ну, со множеством оговорок пытался делать Муртаза Рахимов в Башкортостане, вот там, например, фонд «Урал», да. Идея заключалась в создании некого фонда для поддержки там башкирской нации. Я знаю, что в Татарстане знакомые мне люди тоже двигали эту тему, что вот нам нужно создать какой-то фонд, который бы, ну, так деятельно помогал. Ну, говорю, ну вот есть фонд ЖИЕН, вот, который до сих пор, по-моему, существует, там Татнефть спонсирует, он книги издает. Ну, вот книги там уже, которые, они, понятно, золотой фонд, ну, откровенно говоря, их мало кто читает. Ну, вот мало кто читает, и вместо того, чтобы делать там современный какой-то продукт, популярный для татарской молодежи, изучение языка и так далее, ну, оно все вот в каком-то таком полутухлом состоянии. Хотя республика-то очень богатая, в общем, что говорить-то, если, например, двое сыновей Шаймиева, официальные миллиардеры долларовые, да, по там 2 с чем-то миллиарда. Сультеев, но он тоже близок, соответственно, Таиф возглавлял компанию, которую владельцами были сыновья Шаймиева. Ну и Шагабуддинов, это глава Татнефти, тоже человек семьи, как говорится, да, тоже миллиардер. То есть на четверых там по 9 миллиардов долларов у них. Ну, я как бы предлагаю расширить, вот они как бы в некотором смысле реализовали вот эту идею, да? Для себя, да. Вот, да, в рамках вот татар, в рамках нескольких семей. Вот я предлагаю расширить вот этот круг татар. Ну, встанет вопрос, да, встанет вопрос о допуске. Остальных тоже. Встанет вопрос о допуске. Кстати говоря, вот идея о экономической исключительности татар, она же как бы, ну, очень популярна, особенно в мишарской среде. Что вот на самом деле там мы мишари, мы не только воевали, но мы и успешные дельцы, потому что, ну, понятно, правили там, значит, связи, подвязки очень шустрые и все остальное. Ну и, дескать, что там, мы же не можем бодаться вот, напрямую с Москвой. Мы лучше будем трансформировать вот эту вот нашу энергию, вот эти вот наши компетенции родовые в бизнес, в управленческие компетенции. Ну и образовалось то, что называется татарский клан, татарская партия внутри, значит, путинской системы. Вот. Этим очень хвастают, что у нас есть свои люди, значит, вот зампред правительства, министры федеральные, и дальше, и дальше, и дальше, и вообще татарский бизнес. И, в общем, дескать, все равно рано или поздно, это не говорят открыто, но она так вот подразумевается, что называется, подмигивания такие, да. Вот если случится там развал этой империи, вот тогда вот этот вот экономический базис, он так раз быстренько так перевернется и станет политическим актом. Насколько можно вообще рассчитывать на это, на твой взгляд? Ну, я думаю, скорее, ну, так, если рационально смотреть на ситуацию, скорее произойдет обратное. Просто этот, ну, мало ли там люди с какого национального происхождения в элите. Ну, это, в принципе, всегда в Российской империи были люди, там русских-то было очень мало, но это же ничего не меняло. Мало ли ну, там и династия была германская. Она даже в европейских аристократических сводах фамилий проходит не как Романова, а как Галштин, Готопский. Там, они, собственно, они и не Романовы уже после Петра III, потому что по отцовской линии же. Но это же ничего не меняет, по большому счету, от того, что там были... Все равно это работало на определенный проект. Ну, там, то, что люди какой там этнического происхождения, это скорее только укрепляет эту систему. Ну, даже и чеченец Хасбулатов-то ни много ни мало был спикером Верховного Совета. Это да, но это такой немножко уже переходный период. Это нельзя сказать, что это время как бы вот такой бодрости и пика империи. Это скорее вот ее такое колбасило, да. Но тем не менее, кстати, помню, хорошо ты вспомнил, как в одном интервью Баркашов прямо говорил, что сейчас мы поддерживаем Верховный Совет. Это было до расстрела еще Верховного Совета.
Я помню сам лично это его интервью. Мы поддерживаем, он говорит, Верховный Совет, потому что чеченец Хасбулатов реализует русские интересы. В отличие от этнически русского Ельцина, который, по словам, наверное, тогда по мысли Баркашова, не реализовал не русские, какие-то другие интересы. Ну, они открыто говорили, что это еврейские интересы. Там, ну да, там рассказывали о том, что Ельцин на самом деле не Ельцин, а Борис Моисеевич, потомок Барух. Да, Барух, да, на самом деле. Его дедушка Борис Моисеевич Ельцин был главой ЧК в Екатеринбурге. Ну, такие мифы всякие. Да. Очень активно гуляли и по Москве. Я просто помню это хорошо, потому что я там жил как раз на Красной Пресне, в это время видел, как Белый дом расстреливали из танков, и помню эти надписи на стенах домов, там банду Ельцина под суд. Вот именно с намеком на все. Ельцин совершенно никак не дрогнул в начало Первую Чеченскую войну. И уже, кстати, вот тогда нацбола Лимонова его поддержали, в отличие, кстати, вот от гайдаровцев, которые тогда были, как-то у них назывался, там, Демвыбор России. Наш дом Россия. Явлинского. Наш дом России это еще чуть позже появился. Это при Черномырдине, да. Демвыбор России, да, Демвыбор России. Да. А потом Черномырдин с этим. Да, который не поддержала власть. У него был рекламный слоган у Черномырдина «Наш дом России». Вот так он пальцы. Значит, в этом тоже видели какой-то еврейский масонский знак. Я помню, и представители нашего национального движения издавали такую газету, называлась «Алтын-Орда». Там, по-моему, Никита Дайдов на 2 языках. Я ее активно, вот, будучи подростком, раздавал, ходил на митингах. В общем, мне давали вот эти пачки на митингах, на съездах. И редактор ее был Хаплихамитов, такой интересный мужик, такой интеллигент в очках, в общем. И там публиковалась критика Ельцина. И я помню, значит, один рисунок, ну, сейчас уже сказали бы, это мем, да, шарж такой. Ельцин пьяный, и написано «Похмельцин, алкаш пропиваевич». Такие были, значит. То есть Татарстан тоже бомбил, то есть Ельцин считался негодяем, понятно. Не участвовал в выборах Ельцина первых, сам в 91 году. Нет, Татарстан не участвовал, да, но он не участвовал с формулировкой, что это как бы другое государство. Да. Но в национальных окраинах, в отличие вот от преимущественно русских регионов, да, почти с самого начала раскусили вообще ельцинизм и весь этот вот как бы проект, всю его там демократичность, федерализм. Да, никто не поддерживал, даже в татарской среде активно. Ну, например, Ульяновск был красным поясом, и тогда там, ну, татар проживает 12% там, собственно. Татары активно поддерживали, значит, красное начало. Много среди них было коммунистов, уже вот таких постсоветских, да. Тогда был у них губернатор такой Горячев. Я, знаешь, как любил шутить, я даже статью на этот счет написал, что у них первый губер был Горячев, предпоследний вот, который до вот этого губернатора, фамилия которого русских, был Морозов, а между ними был Шаманов. Да, Шаманов был. То есть Горячев, Морозов, между ними Шаманов. А сейчас человек по фамилии русских. И попробуй после этого не поверь, так сказать, в символизацию всего этого. Так вот, вот этот красный пояс, там ведь, по сути, идеологическая такая мешанина произошла у людей в голове. Я помню, ну, так как я родился в Ульяновске, и мои родственники там проживают до сих пор, я приезжал в 90-х уже там в конце, или там середина, конец 90-х на каникулы и так далее, повидаться. И, значит, они говорили, что вот у вас в Татарстане, ну, там пропаганда была антитатарстанская такая, что даже водку в Татарстане гоняют из нефти, так сказать, настолько офигели в нефтяной край, что даже водку и все остальные продукты делают из нефти. Ну, то есть там пропаганда такая тоже безумная лилась, соответственно, потому что она подписывалась из Москвы. То есть как бы попали в очень такую непростую ловушку. С одной стороны, там, Татарстан мог опираться на национальные республики, но и в этих национальных республиках, что интересно, тоже были коммунисты, губернаторы, помнишь? В огромном количестве президенты были коммунисты. Да. Пояс называемый, да.
И вот здесь как бы Татарстан, он долго болтыхался, и в 99 году в конечном итоге, если помнишь, была сделана ставка Шаймиевым с его партией «Вся Россия» Да, на Примакова, на Примакова. Лужкова, Примакова, да. Рафаэль Хакимов, который тогда был политическим советником Бабая, Шаймиева, он объяснял так. Ну, дескать, у нас не было выбора, нас бы и так съели. То есть Лужков прямо пригрозил, если вы не войдете, я вас раздоблю. Ну, как бы это уже они апостериори потом объясняли, что на самом-то деле они сделали такую ошибку. Ну вот, как ты считаешь, был ли вообще выбор, правильный выбор вот в конце 90-х? Ну, не знаю, мне кажется, там уже в 92-м году никакого выбора не было. Тут мне попался один текст еще Ричарда Пайпса, такого американского советолога, историка. Он уже в начале 92-го года, по-моему, в январе, что ли, там написал статью, где какой-то ведущий американской газете опубликовал, где написал, что у России нет шансов на демократизацию, что вернется партноменклатура и КГБ. Просто там вообще ничего другого нету, какой-то среды, какой-то группы, которая может что-то потянуть, что неизбежно это реванш, это вот реставрация, она состоится. И поэтому в той или иной форме как бы вот движение по пути, по которому пошла Россия в начале нулевых, оно бы в любом случае состоялось. Или бы это был бы в 96-м году там Коржаков, или же это Лужков, Примаков. Ну, в общем, как бы вот спецслужбы и еще такая вот партноменклатура во втором-третьем поколении, она однозначно бы вернулась бы в любом виде. Просто по разным каналам это могло состояться. То есть то, что вот с Путиным произошло, это один из вариантов. Но все другие варианты, они примерно предполагали то же самое. И Зюганов, в общем, это был тоже то же самое, только это немножко другие слои того же самого КГБ и той же самой партноменклатуры. Тоже дерьмо, как говорится, только вид сбоку. И тоже. Это, ну, тоже вот государствление экономики, это сворачивание национальных вот этих всех проектов, этих республик, кстати, как один из главных пунктов. Это подавление политического плюрализма и вообще какого-либо культурного, социального, там, религиозного, политического плюрализма вообще. Все примерно, у всех примерно программа была одна и та же. Под разными словами, под разными лозунгами, но разные люди, но идея была, в общем, у всех примерно. Ну, слушай, Примаков – это человек, который возглавлял вообще-то до того, как стать СВР, потом он был иностранных дел, то есть это человек, известный представитель КГБ, да, и всем было хорошо известно и понятно. Ну да, он старую гвардию ГБшную тянул. Ну, в общем, так или иначе, вот это вот «Возродим державушку», она как бы главная была, главный месседж был и главное как бы чаяние, да, низов. Что интересно, покойный Березовский, помнишь, когда у него много раз спрашивали, вот сейчас вот возвратить там в 98-й, там, в 96-й, вы бы поддержали также Ельцина, поддержали бы назначение Путина? Он сказал, да, я бы поддержал, сделал бы то же самое, потому что там Примаков, Лужков – это еще большие сволочи, значит. Но, по крайней мере, понимаешь, мы осознаем, конечно, дорогие друзья, что мы вступаем на зыбкую на тропку, значит, если ВДКБ, в истории нету такого как бы в науке, но все равно. Вот пришли бы эти старички, они бы уже откинулись сейчас, и Примаков, и Лужков, но они реально умерли. Так может пришла бы как бы новая генерация, а тут Путин, понимаешь, он же, ну вот он еще и такой... Пришел бы сын Примакова или внук Примакова, вот, которого мы сейчас знаем, но какая разница? Ну, знаю, вообще это есть ли смысл как бы, тут гадать? Вот, смысла нет, просто видишь, многие наши люди, ну, где-то справедливо обвиняют, в том числе национальные элиты, в предательстве, что, дескать, вот надо было сделать так, вот и сделать бы всяк, но есть же вот некий такой джаггернаут, вот он прет, да. Вот мог ли Татарстан, или многие говорят, вот нам, значит, если бы Татарстан воевал, как Чечня, ну, не понимая вообще, о чем говорят, потому что как воевать, это было невозможно. То есть в Чечне было оружие, там горы, внешняя граница,
и все прочее. В Татарстане ничего не было из этих составляющих. Плюс ко всему... Ну, там и Ельцин не настроен был на войну. Они, в общем, как бы, они не считали, в отличие от Дудаева, Шаймиева человеком как бы со стороны. Ну, в принципе, Шаймиев им понятный был человек. И они понимали, что он, в общем, вполне системный и настроен договориться. И с ним можно как бы договориться, и он будет играть по правилам. А Дудаева они как бы изначально его вывели за скобки, и никто с ним никаких дел иметь никогда не собирался с самого начала. Вообще, с Дудаевым же уже в 91 году пытался Ельцин его убрать. Еще даже СССР не развалился, а уже туда пытались войска ввести. Еще в октябре или в ноябре 91 года. Там и Рудской вот этот безумный Завгаевцы вот эти. выступал в Верховном Совете и кричал, что какая-то Чечня тут еще объявила, сейчас введем там. И они пытались, туда направили войска, но их быстро блокировали в аэропорту, и потом этот указ отменили, еще Горбачев был. Это вот еще самый конец 91 года, прям еще до Беловежья, ноябрь, что ли. И как-то дело замазали, что, мол, как бы указ отменили, непонятно, откуда он появился. В общем, решили как-то повременить. Но попытка была уже тогда, с самого начала. Они как бы не признали, ведь Чечня оказалась единственным вообще, наверное, регионом Российской Федерации, где просто коммунистический режим сверг народ прямым просто вот право народа на восстание, просто прямым восстанием его сверг, разогнал всю вот эту партноменклатуру и просто с чистого листа, с нуля начал как бы новую историю свою. Нигде больше такого не было. Ну, там иллюстрация была, то есть там скрыли архивы КГБ. Перекрасились, там из коммунистов стали демократами, сменили пиджаки, и все, в общем, пошло. Да, там мощно было, там как раз и Дудаев, и Басаев, они активно участвовали вот в раскрытии архивов КГБ. Их хотели же вывести, а все это вскрыли. И, собственно, ну, ситуация там была уникальная, да. И напугал, в общем, Москву, в первую очередь, что просто он создал прецедент, что, оказывается, народ может что-то и вообще-то и решать сам по себе. Без какого-то начальства там, да, которое решило перекраситься и просто использовать народ. Ну и потом Кавказ, конечно, Москва не могла отпустить. Понятно, что Татарстан, который там в глубине внутри находится, он быстро был блокирован. Тут как бы разобрались бы даже малыми силами на самом деле. Хотя, ну, я знаю, что Шаймиев дал указание на создание нацбатальонов в 1992 году. Ну да, там, конечно, балансировало какой-то момент. Но в целом, я как-то даже слышал вот тех, кто участвовал в переговорах, кого-то вот из экономистов там. И, в общем, они говорят, то ли Алексашенко, то ли какие-то вот такие вот гайдаровцы, из тех, кто прям участвовал в переговорах с компанией Шаймиева, они говорят, мы понимали, что, в общем, они используют просто националистов, и они их специально некоторых привозят, чтобы как бы ими пугать, а потом как бы сами успокаивают, говорят, вы отойдите, мы сейчас тут, в общем, будем решать. И как бы говорят, вы видите, вот кто с нами приехал, вот вы хотите, чтобы вот они, нет, давайте, в общем, мы вам будем откатывать там не 60, как вы хотите, а только там 35 с наших налогов. Там нефть вот, мы оставим там вот себе там не 20, как вы требуете, а 50. Ну, как бы вот, шла вопрос, в общем, вот в таких критериях решался. Ну, там действительно переговоры шли очень тяжело, и, в общем, мне рассказывал Индус Рязакович Тагиров, который был зам на руководителя этой делегации страны Татарстана. Ну, ты знаешь, он первый председатель Всемирного конгресса татар, академик, ну и он был деканом у нас на ИСТФАКе, очень достойный человек, ему сейчас там под 90, может, 88 или 89. Ну, как бы светлый ум, он ученый человек. И он рассказывал, что он привез все эти документы, которые еще вот подписывали с Советской Россией, еще там в 18, 19, 20 даже году. Вот. И вот эти документы, они были прологом к юридическому закреплению, потому что Москва говорила, что никаких юридических оснований у вас нет. А он вытащил эти бумаги, он как раз специалист, его специализация была как раз вот на революции 17-го и формировании, значит, там, Советского Союза.
Отец, ну, как бы очень хорошо в этой теме разбирался, а там действительно с той стороны, ну, были Бурбулис, если помнишь, Шахрай, который Да-да-да. активно выступал против Татарстана. Потом я его видел и в Казани, он приезжал ежегодно, по-моему, какие-то проводились вот конференции там при Госсовете, и там, значит, Шаймиев его принимал, и он весь уже там, значит, растаявший, ему подарочки какие-то давали. И он там, значит, вот, да, вот было время, значит, мы так неправильно вели себя по отношению к Татарстану. Ну, как бы это все понятно, там старички встречаются и вспоминают былое, да, что друг друга там ножичками едва ли не тыкали, да, потом на старость все это сходит. Но вот сейчас, смотри, получается очень интересная ситуация. Часть татарского актива, они находятся за рубежом. И по факту только они сейчас могут декларировать, какие-то движухи наводить так по-серьезному, ну, публично, скажем. А то, что там, я называю как бы захваченным. Вот эту вот модель я придумал статичного Татарстана и динамичного. Вот мы динамичный Татарстан, там статичный Татарстан, соответственно. И вот вроде как нас же вот никто не ограничивает, могут сказать, что вы там жаловаться нечего, режим, так сказать, вас домкратом не давит. Вот чего не хватает татарской иммиграции в этом случае? Да, наверное, в общем-то, всего того же, чего не хватает всему, даже не только татарам в России, а вообще всему народу нынешней Российской Федерации. Все те же самые беды. Отсутствие, это лень, вот это вот начальство лепия. И, ну и вот вообще в целом, как вот не хватает в России, исторически не хватает у народа какого-то чувства собственного человеческого достоинства. Вот я все-таки даже не лень, наверное, главная проблема, а просто отсутствует это достоинство, что как бы, ну, иногда люди могут возмутиться просто вот, ну, нельзя так со мной, я человек, я имею право на то, на все. А в России как-то вот люди, в общем, и татар это тоже касается не меньше, наверное, чем всех остальных, считают, что с ними можно как угодно, что все можно как-то вот перетерпеть, переждать, прикинуться там как-то вот, сыграть под дурачка, вот, двойную, тройную, четверную идентичность придумать самому себе, ходить сквозь людей, вот как-то, в общем, вот так вот. Ну, какой-то вот предел все-таки должен быть, какое-то достоинство, оно у человека должно быть, что когда вот какой-то предел вот этому спектаклю, нельзя всю жизнь играть какую-то роль, и какую-то вот комедию ломать. Иногда нужно как-то вот все-таки какие-то принципы, опереться на принципы. Ну хорошо, вот опереться на принципы, да, и, как говорят, принцип ларга, то и нра. Но вот должна быть организационная же структура. Вот ходит огромное количество, как ты говоришь, татар сквозь людей, как в марсианских хрониках, да, марсиане ходили сквозь землян. Вот они ходят, там, значит, бродят, как-то какие-то там небольшие чаепития, чак-чак-пати устраивают. Да, вроде все сетуют на то, что ну вот как бы необходимо, что-то вот надо, вроде бы как собраться. Проблемы есть, понятно, у многих. Вот. Многие собираются, вот смотришь, ну, диаспоры, да, вот, там, турецкая диаспора, албанская, хорошо, у них есть государство, нам могут сказать, и государство помогает. Но по уровню этнической организованности, ну, татары 100 лет назад были одни из крутейших, в смысле миграция была крутейшая, да, и входили в структуры, и даже там государство строили, ну, в политическом плане, я имею в виду, там Турцию прежде всего. А за вот эти 100 с чем-то лет произошел какой-то непонятный то ли регресс, то ли что, вроде как Республика Татарстан вот, взяла эти полномочия, она как-то реализовала вот в рамках тех возможностей, которые были. А люди, которые как бы от Татарстана отпочковались, они такое ощущение, что остались без патера, да, отасыз қалғандар, ну, как говорят, ятим, да, то есть остались ну, сиротами, да? Сиротами, да, казанскими как раз-таки. Не есть ли это вот проблема, что на самом-то деле вот тот авторитаризм, который в Татарстане,
ну и в тюркских странах, кстати говоря. Мешает в том смысле, что вот как только люди, народ отпочковывается по каким-то причинам, оказывается, что они вот ничего не могут, что они как дети, что они вынуждены, как ты говоришь, кому-то там приходить, там, к либералам каким-то русским, там, еще каким-то, значит, приклеиваться, ну, потому что как-то же нужно существовать. Ну, начать, наверное, надо вот с этого, как говорится, вот это русские вопросы, что делать и кто виноват. Да. Ну, они, в общем, и татарские теперь тоже по факту стали. Четко просто сами себе поставить вопрос, как мы вот докатились до этого, и начать вот думать. Ну, одним из вопросов, кстати, вот мы как-то ходим вокруг да около, в первую очередь, одним из первоочередных вопросов это вот понять Татарстан не просто и татарский проект, не только как татарстанский проект, а как такой триединый, да, это татары в Татарстане, это и Татарстан сам, это татары в других регионах России и бывшего СССР, и как бы международное такое татарство, вот так скажем. Потому что сейчас действительно татары, это уже и татары, это и Америка, и Австралия, и Европа, и Ближний Восток, там, не знаю, в Южной Америке, наверное, тоже есть уже татары, какие-то группы, какие-то диаспоры. И это тоже уже такая, может быть, третья, но тоже базисная составляющая татарского проекта в 21 веке должна быть. Потом вот мы как бы мишарской темы коснулись, она до сих пор тоже не урегулирована, что есть вообще вот, татары казанские, татары Мишари, татары там и плюс все остальные там татары. Как все это в рамках нового татарского проекта 21 века должно работать на какую-то единую цель. Вот эти все вопросы урегулировать, потому что получается, что в 90-е годы, по моим ощущениям, как бы эта тема, она так осталась немножко подвешенной. Был упор на Татарстан, там одно время вообще разговор пошел, что как бы татарская тема, она как бы второстепенна, а главная тема – это татарстанство, татарстанская нация. Татарстанизм, да. Татарстанизм, то есть это как бы включая уже не только татар, но татары и русские в первую очередь, ну и там все остальные. Вот. Я как бы не против татарстанизма, может быть, сейчас как бы разговор не об этом, но он не должен подменять татарский национальный проект. То есть вот как бы гражданский такой татарстанизм не должен заменять национальную тему татарскую. Иначе просто это похоронит татарский народ так же, как и имперский проект, может быть. Ну, я вижу в этом серьезную тоже угрозу. Ну, экономическая проблема. Потом, какие приоритеты вообще вот у татарского народа в современном мире, как он строит отношения с соседями, с окружающими его с народами, не мусульманскими, не тюркскими, там, народами финно-угорской группы, как в Татарстане, как бы самоопределенном Татарстане будут отношения между татарами и русскими. Нация и религия – вопрос очень важный. Да? Вот для татарского национального проекта это, наверное, может быть вообще ключевой вопрос сейчас, как для любого мусульманского современного народа, найти вот свою формулу соотношения национального и религиозного и места религии в политике, наверное, это один из самых важных. Вот. Многие мусульманские народы об этом споткнулись, и там начались гражданские войны или скатывание в какую-то вообще совершенно ужасную деспотию произошло в результате того, что исламские проекты были подавлены, к власти там пришли какие-то светские секуляристы, какие-то радикальные военные, как правило. Это все как бы тоже татар касается напрямую, это надо искать. И как вот исламский проект, исламский политический проект, общественно-политическая активность, ее совместить с национальной идеей, с идеями какой-то антиколониальной борьбы, деколонизации, национально-освободительного какого-то освободительной парадигмы. Это все надо обсуждать. Это многослойная вещь получается. Этого ничего нет вообще. Мы просто находимся в ситуации, когда мы не на нуле, а может быть даже в минусе. То есть это все надо обсуждать, надо сформулировать, надо выработать. Просто вот прям срочно. Иначе просто у нас не то, что 35 лет, ты говоришь, мы не можем ждать, пока там буржуазия созреет. Я боюсь, что у нас даже и 5 лет, и 10 лет нет. В этой связи, если позволишь, мы тогда проанонсируем нашим уважаемым зрителям, что мы хотим провести в трагическую годовщину падения Казанского ханства, завоевания Казани,
1552 года, 12 или 15 октября, там, в общем, дата понятная, варьируется, в общем, это просто чисто символическое, некую конференцию с татарами мира и попытаться как раз концептуализировать, обсудить историческую вещь, соответственно, текущее состояние, и дальше из этого исходить, создавать определенные группы, некую шуру, совет или лигу, потому что была такая лига. Татар-лига Союз в свое время организовал известный татарский деятель Али Акаш. Он был и журналистом, работал на Радио Свободе, родился вообще там, в Китае родился, потом он в Мюнхене работал, и в Турции, в общем, на финской татарке женился, в общем, он вот такой вот был человек, я его видел в Казани, он приезжал на Конгресс татар, соответственно. Есть, в общем, у нас соответствующая историческая базисность, но вот, как правильно ответил и сказал Ренат, Бей, уважаемые, нам нужно концептуализировать, обсуждать и понять, потому что если мы как бы не будем иметь хотя бы представление о том, что есть, куда нам двигаться, как действовать, а все остальное, оно как-то вот хаос такой, да, бессмысленно. То есть надо создать новый как бы вот общественно-политический татарский язык. Понятийный, я имею в виду, язык, не в смысле, что там язык как язык. Этот язык, который сможет привлечь вот этот креативный класс и сможет ему объяснить, зачем ему, собственно, тоже, и вот эту национальную буржуазию, зачем ему нужна вот эта татарская национальная идея. Потому что, в принципе, люди могут подумать, слушайте, ну а что, ну мне же лично татарский язык никто не запрещает на кухне использовать. Мы вот сидим, там, пермичи кушаем, чак-чак кушаем, чай пьем, как бы начальника смотрим по телевизору. Ну все. да, но это и есть сувенирная нация. И вы нас там плохому не учите, мы без вас разберемся. Мы сами знаем, сами с усами, сами с бородами. Ну, мне где-то вот так тут и написали. Сейчас, если я найду, если позволишь. Ну вот, Future Flashback пишет. Үзеңдән башларга кирәк, татарча сөйләшергә һәм мәдәни традицияләрне яңадан төзергә кирәк. Так все оно так, үзеңдән башларга кирәк. Но, понимаете, это все равно, что человек, которого заключили в неволю, говорить, там, надо с себя начинать, вот на кухне разговаривать. Этого недостаточно. А зачем тогда институты государственности? Зачем школы? Зачем татары это как бы содержат, платят на это налоги и все остальное? Зачем тогда это все, если все говорите в семье оставляете? Ну, то есть вот людям нужно объяснить, что национальная идея, национальный проект – это не фольклор. То есть это фольклор в себя включает, конечно, но это не подменяет. Ну, фольклор – это, я извиняюсь, все хорошо, но мы прошли уже этот этап. Ну да, просто для многих как бы вот национальное, этническое – это вот сабантуйство, там, сабантуй хорошо, проблемы нет в сабантуе, но когда все сводится исключительно к сабантуе и национальная идея подменяется кушанием пирогов, там, губыдьё и сабантуем, вот это уже катастрофа. А, собственно, нас к этому и подводят. И даже вот на примере, ты, наверное, видел новость, что в Мордовии закрыли национальную школу, что даже если уж в Мордовии видит угрозу, даже в национальных школах Мордовии, то уж что говорить про татар там? Понятно же, что... Ну, с Татарстаном там все очевидно, потому что когда еще в 11-м, может даже раньше, нет, чуть позже, наверное, приезжала одна женщина, как же ее фамилию, Аллах, забыл. В общем, она возглавляла при Министерстве тогда еще образования и науки, по-моему, Российской Федерации. Это институт чего-то там, развития там, развития образования, что-то такое. Она приехала в Татарстан, она была активной противницей изучения, значит, национальных языков, прежде всего татарского, понятно. Они все набрасывались на татарский язык. И вот она приехала в Казань, выступала в Госсовете, она прямо сказала, что мы против обязательного преподавания татарского языка, потому что татары используют этот факт для этнической мобилизации. И это преступление, да.
так и было, действительно. Действительно, в 90-е годы была создана система как бы укрепления национального проекта вокруг образования, вокруг татарских школ, вокруг преподавания татарского языка. Был сформирован, выращен целый, ну не класс, но целый пласт специалистов по преподаванию татарского языка, на которых, собственно, и стоял татарский проект вот 90-х годов. Вот Ну эти да, вот он один из безобидных был, потому что татарского языка, и они сейчас остались не у дел, как бы, да, они вот учились в университете, а как бы в школах сейчас предметы, для которого они готовились, которые они готовились преподавать, его, в общем, по большому счету, упразднили. ну, для татар это вообще катастрофа, потому что Гаяз Хаки сказал, что азатлыкка биринчи адым, значит, милли Мягариф, да, первый шаг к национальной свободе, это национальная система образования. Ну, татары как бы были образованный народ и, собственно, да, прекрасно понимали, что вот через это мы можем противостоять и процессу русификации, и глобализации, ну, как бы глобализации такой в негативном смысле, да, гуманитарной глобализации, прежде всего, глобализации. А выяснилось, что, ну, там тоже в Москве не совсем уж сидят как бы глухие и слепые, они, естественно, в этом распознали фактор сепаратизма, а дальше пошло-поехало, потому что, ну, уже по определению, я тут много раз рассказывал, после 2017 года, после всех этих событий, ты знаешь, там, вот эти вот все волнения, и как бы нас прессовали, потом я как-то, еще «Эхо Москвы» работал, соответственно, решил как-то почитать, вот они стенограммы публиковали, помнишь, вот всех своих передач, ну, большая часть. И Венедиктов, значит, рассказывает, чуть поддавший, видимо, был, и он говорит, вот я, значит, встретился с одним генералом ФСБ, и мы с ним, он говорит, выпили туда-сюда, вискаря, и он мне говорит, ты знаешь, там, Алексей, что главная угроза для нас исходит от вот этих вот борцов, которые борются за национальные языки. Это главные сепаратисты. Ну, Веня говорит, как ты, что? Какие там безобидные активисты? Нет, ты не понимаешь. За ними НАТО, за ними, значит, все. Дескать, это они прикрываются только вопросами языка. И тут я понял действительно всю степень того кризиса, в который мы очутились, потому что вот, как активисты мы это точно не отбили бы. Ну, абсолютно. И потом стало все понятно, почему такой молот обрушился. Когда в 2000 году Татарстану специальным законом запретили менять кириллицу на латиницу, Жириновский же в Думе прям так и говорил, Да, что так и говорил, смена кириллицы на латиницу – это в интересах НАТО происходит. Турция, да, дальше, значит, они сепарируются в сторону Турции. Да, это все. Там же, знаешь, какая была история? Там предложили так. Вы признаете себя малочисленным народом, а малочисленным народом по закону, они же приняли закон, можно переходить на латиницу. Малочисленный народ по стратификации Института этнологии и этнографии 50 тысяч человек. То есть ты признаешь себя малочисленным народом, что у нас татар 50 тысяч человек. То есть татарство разделиться на какие-то сугубо. Ну да, надо вот на какие-то атомы бесконечные, значит, по каждой деревне. Нижгары, там пензяки, да. Сибирские татары. Там, наверное, да еще... И даже их надо будет раздробить, потому что там сибирские тоже дробили, там барабинские татары, такие-сякие. Да, такие группки разделиться. И, да, и все. Соответственно, станет вопрос, а как вы малочисленный народ, какая у вас республика вообще может быть? Да. О чем там, дорогие друзья? И на латиницу там уже некому будет переходить. И некому будет, да. И все. Нету республики, нету школы, нету латиницы, субъекта нет. Ну вот это было издевательство, конечно, как говорил Ленин, по существу как бы правильно, ну, по существу их закона, да, вернее, по форме правильно, а по существу издевательство. Ну, вот по этому мысли, то есть вот просто конкретизировать. Преподавание татарского языка в школах и подготовка кадров для этого, это было стержнем национального проекта, вокруг которого как бы вот формировалась интеллигенция. Интеллигенция татарская, конечно. Про как бы вот татарской идеи, татарского проекта, татарской нации. Это вот в 90-е так было, на это сделан упор. Естественно, они как бы, ну,
те, кто с этим не согласен, в Москве там или еще где-то, они, ну, тоже не дураки, конечно же, они видят, вокруг чего все происходит. Поэтому и бьют Ну, туда. вот ты знаешь, я там учился 4-5 лет в татарской школе, в гимназии, и у нас такая продвинутая гимназия была, значит, дети интеллигенции, ну, представители интеллигенции и так далее. В 90-м году, вот как открыли, значит, 1 сентября я пошел. И у нас очень такая добротная школа была, она лидирующая была по всем параметрам, там не было преступности, ну, ты знаешь, там 90-е, вот это все казанский феномен. Это все как бы там оберегалось. Самое главное, то, что называется вот татар-махиты, татарская среда. То есть у нас ковры были постелены, там, место для намаза было. Значит, нас возили там в Булгар, это вот вся история, выставки. То есть мы вот пропитывались вот этим вот национальной средой, милли рух, да, то есть это же не просто образование, понятно, это воспитание прежде всего. И до сих пор там одноклассники встречаются, вот это вот, как бы они передали потом своим детям. Это очень важная вот составляющая институт национального духа, национального воспитания. В другой школе это невозможно, если какой-то самородок там или интересующийся, да, тем более, что сейчас историю там Татарстана, ну, преподают как? Это же не история татарского народа. Это история края. Это история края, все. И, соответственно, как ты можешь зацепиться? Ну, вот, например, я как зацепился? Через историю. Через историю. Ну, и ты знаешь, что история – это же как бы главный такой мобилизующий механизм, да. Например, опять-таки тут тоже рассказывал, что в начале 2000-х годов всякие вот ресишники, всякие Сулеймановы и прочие вот это вот нечисть, они писали кляузы в Москву, что в Татарстане самое большое количество докторов и кандидатов исторических наук. Ну, это действительно так было. Что, дескать, они создают специально вот эту вот прослойку национальной интеллигенции, чтобы, значит, промывать людям мозги и призывать там к сепаратизму и всему остальному. Это тоже не случайно, потому что если взять тот состав национальных движений бывших республик Советского Союза, которые в конце 80-х там возглавили и во многом были двигателями национальных проектов, это действительно гуманитарная интеллигенция, это историки, кстати, в основном, в первую очередь. В некоторых странах историки вообще стали чуть ли не главным государством. Или же историки, или как бы вот филологи национальных языков, там, Ильчебеков, гуманитарии. в Азербайджане, вот, например, в Гамсахурде, ну, литератор там, да, писатель, что-то. Ардзимба историк был. В плане такого люди, ну, Гендарбиев, поэт, да. Поэт, да. То есть, Владислав Ардзимба был историк. Я имею в виду, что им было на что сослаться, да, что почему это опасно. Ну что ж, дорогой Ринат Бей, наше время потихонечку истекает, но тем очень много, и действительно нам необходимо от вот таких общих рассуждений все-таки переходить к более таким специализированным, узким. Шумакуря дуслар, агарда фикрляргис тагдимнаргис булса, пожалуйста, без гаюллах, спешите нам, какие есть запросы. Мы сейчас активно вот создаем эти группы, потому что нужно что-то делать. Как сказал Ринат Бей, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто нас не будет вытаскивать, не придет никакой дядя, не придет никакой Эрдоган Бабай. Древняя мудрость, я бы даже так сказал. Да, и, значит, не будет нас вытягивать. Ну, очевидно же, все-таки татары народ большой, великий, многочисленный, в конце концов, не бедный, да, и нам нужно вот эти вот все ресурсы, весь потенциал собрать, бригадирка, как говорится, в один кулак и, что называется, ударить по столу, прежде всего, чтобы разбудить самих себя в конечном итоге. Бигзур Рахмет, дорогие друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Рината, не русский, там много интересной информации, исторической, в том числе. Вот сегодня был интересненький пост и там про Дугина и про остальных деятелей русского мира. Спасибо вам большое и до новых встреч. Исан Саубалова. Ассаламу алейкум рахматуллахи.